Утро у меня обычно начинается с того, что я прошу у духов, у невидимой силы благополучия в семье, чтобы у мужа сегодня все ладилось, у детей. Потом до самого вечера ко мне приходят больные, люди, у которых есть проблемы в жизни. Я с ними работаю. Это сверху мне дано, видеть людей. Еще в детстве я знал, что я не такая, как все дети. А потом это куда-то ушло. В 34 года я внезапно слегла. Врачи не понимали, что со мной. И однажды я пошла к шаману, и он сказал: «У тебя дар, ты не должна от него отказываться, ты должна помогать людям». У каждой целительницы есть свои больные. Если больной предназначен другой целительнице, даже если у него простуда, ты не сможешь ему помочь. Но если это твой больной, даже при тяжелой болезни его можно поставить на ноги. Муж у меня 9 лет назад сломал позвоночник, и врачи сказали, что теперь он будет прикован к постели. Я его забрала домой, и через 1,5 месяца он встал, а сейчас лучше меня бегает. Амагуй-бай и Элей-Ботр, они считаются нашими первопредками. Они прибыли сюда из своей южной прародины. От потомков Амагуй-бая произошли намские якуты, а от Элей-Ботра хангаласские якуты. У нас есть пантеон небесных божеств, а они все живут в верхнем мире. Считается, что там есть 9 небесных сфер. И на каждой небесной сфере живет Бог-божество. Самый-самый верховный Бог, который живет на 9-м небесном ярусе, это Грюм-Ар-Тойон. Вообще вот модель Вселенной состоит из 3 миров. Верхний мир, где обитают небесные божества, средний мир, где живут люди, и нижний мир, соответственно, где обитают злые духи. Символическим центром Вселенной Ал-Вокмас, мировое древо. Оно закрепляет все 3 мира. На верхушке дерева находится верхний мир, а ствол – это средний мир, а корни, они спускаются в нижний мир. С западной стороны небес живет такой отрицательный бог, называется он Улутуяр-Улутоян. То есть он прародитель, считается, всех злых духов. Конские волосы, хвостики, это дейбир называется у нас. И раньше наши предки дейбир сделали, все с дейбирем, так махает от комаров, от разных насекомых. Сейчас все у нас вот таких дейбирев, и на дома так, дверь так защищает от разных злых духов, говорим. Это злые духи из Нижнего мира, черти, по-якутски абаахы. Они портят нам жизнь и всякое зло творят. Приходится от них вот так защищаться. Согласно еще вот другим сюжетам исторических преданий, когда Амагой сюда прибывает, к нему выходят лошадка и корова. Когда поженился, я обзавелся своим хозяйством. Это в 1986 году. С тех пор я занимаюсь. Кооператив был.
Потом ликвидировали, и вот семейное фермерское хозяйство. Ну, якутский кот холод-то может выдержать. Мы утром выводим на улицу и кормят на улице. Коровники ночуют только. Стараемся, чтобы порода была чистая, не скрещивалась. Вон бык-производитель пошел. А вот это рабочий его. А у меня всего там 127 голов сейчас пока. Ну и еще вот кобылы, лошади. У нас вообще культ священной же лошади очень так высоко развит, поэтому все, что связано с лошадьми, оно имеет сакральную силу. Бог у нас лошадь дал. Поэтому у нас, как Бог смотрим, Он у нас кормилица, нас самый лечит. Поэтому у нас самый напиток, у нас кымыс. Уклад жизни наша лошадь. 16 лет я работаю табунщиком. Каждый человек табунщик не станет. У меня был наставник, тоже табунщик. И однажды в стаде, за которым он ходил, потерялся жеребенок. Он пошел его искать и нашел в каком-то заброшенном сарае. Тот провалился под пол. Он вытащил жеребенка, тот поскакал к матери. И вдруг из-под пола поднялась какая-то страшная, огромная женщина с белыми волосами. И закричал на этого табунщика: «Как ты посмел забрать мою добычу?» Ну, тот не растерялся, стал с ней драться и победил. После чего убежал, она еще долго кричала ему вслед: «Вот сейчас я тебя догоню». Какой-то злой дух, то есть это был. И всю жизнь потом его преследовала эта женщина. С 13 лет меня отец начал возить с собой на осенний забой жеребят. У нас традиционно, ну, где-то в середине ноября начинается забой. Форма якутского ножа – это кулунтарская культура. Ну, сейчас она немного подзабыта. Мы ее сейчас попробуем выковать. Чем привлекательна эта форма ножа? То, что она является, ну, как вот сейчас принято говорить, триклин. То есть клин с обуха, клин с профиля и клин в сечении. Это самая такая практичная рабочая форма. Для того, чтобы оттянуть лезвие, надо будет нам заготовку изогнуть. После этого надо будет вытягивать лезвие. Потому что вот этот спущенный обух, он очень удобен при спарывающих движениях. То есть нож держится лезвием кверху, чтобы он не зарывался в плоть, ну или там в тело, скажем. Обух должен быть с горбинкой, чтобы он выскакивал.
заготовка начинает маленько выпрямляться потихонечку. Именно такая форма ножа была в 9-10 веке. Человек по-другому тогда, в то время, пользовался ножом. То есть хват был не полной ладонью, то есть вот как сейчас держат, да? А 3 пальцами, и чтобы указательный палец не соскальзывал на лезвие, люди придерживали мизинцем за окончание рукояти. И при такой хватке вот рука, то есть, никак не соскользнет, даже при колющих ударах. И вторая причина. У якутов не было карманов. И все носили на подвесах. И чем меньше торчащих было цепляющихся деталей, тем проще можно было пройти в лесу. Он удобен тем, что он небольшой, с ним можно, скажем, впарывать брюшину, не зацепив кишок, то есть не испортив тем самым будущий продукт. Эта местность называется Деринь, что с перевода на якутский это глубокое озеро. Хорошее место. А первый день, конечно, помнится. Ну, с братом взяли, пошли. Это было весенний ход на уток. Ну, сначала уток не было, поэтому там птичек настрелял там. Пока учился. Первый охота. Знакомство с ружьем. Всегда перед охотой мы, баяная, мы разжигаем огонь и даем оладушки там. Это обычай такой. Всегда. Все якутские мужчины так делают. Один из самых значимых духов Ичи считается дух огня Хататемирия Ою. Он становится коммуникативным духом, который может передаст послание или небесным божествам, или другим духам Ичи. Поэтому обязательно якуты, когда идут на охоту или вообще вот на, скажем, в лес, да, ну, в поход, они разводят огонь и обязательно делают жертвоприношение. Наверное, видели, да, как кормят духа огня. Землю надо кормить молочной пищей. Когда путники, да, или там охотники вступают в большую дорогу, считается, они теряют связь со своим освоенным пространством. И он уже входит в чужое пространство. И для того, чтобы сберечь себя или в пути, или на охоте, обязательно они приносят в жертву духу земли, духу дороги. Если они не могут вот развести огонь, да, они обязательно от своего вот кусочка что-то должны преподнести. Вообще считается, для умасливания духов и божеств надо дать жирную пищу. Когда вот в огонь делаешь жирное, да, вот там же дым же идет. Вот именно этот дым считается, что может передать твое послание. И если дыма нет, то все. Значит, жертвоприношение не принято. Попросим духа Баяная и Кёхбаллах, чтобы нам сопутствовала удача рыбалки. Да, у нас круглый год рыбачим. Все рыбаки. Зимой ловим карасей неводом, подо льдом. Ну и сейчас я покажу, например, старую, ну, традиционный вот дедовским методом, как
на палках делают вот такие, как шампуры. Как это делается? Сперва надо чистить. Нож курский. Чистим сейчас. Так, все так чистим. И вытаскиваем вот желчный пузырь. В Центральной Якутии, да, у нас в основном из рыбы мы питаемся карасем. Для разделывания карася вот эти маленькие ножи якутские очень удобны. Самая основная операция при разделке карася – это вынуть желчь из него. Надо очень точно, аккуратно сделать надрез, чтобы именно желчный пузырь вытащить. Вот для этого как раз узенький кончик вот этого якутского ножа очень удобно подходит. Чешую счистили, сделали надрез, и тут же с кишками вот этот желчный пузырь, даже не лопнув, его вынимали кончиком ножа. И так, переворачивая нож, тут же его кишки отрезают, то есть ближе к горлу. Ну, чик-чик, 2 движения, все. Берем этот шампур, засовываем, и все, готово. Солим. И вот так ставим это на землю с этой стороны, на огонь. Рыбьи, караси, языки – это любимейшее лакомство всех якутов. Детям, специально для детей собирают вот эти вот караси, языки, и это вот угощают. Если вот так вот угощают, это значит для самого любимого, да, члена семьи. Например, когда я была маленькой, для меня тоже вот все собирали вот эти караси, языки. То есть угощают это очень таких дорогих гостей вот такими карасями, языками. Берем рыбу, карася, чистим, вынимаем желчный пузырь, потом кладем в кипящую воду, вынимаем приготовленную рыбу, остужаем, отламываем голову, вынимаем язычки и сверху кладем сметану. Вот подается с луком можно, сейчас они укропом подают. А из молока готовят традиционный якутский десерт кырче. Взбиваем молоко, добавляем ягоды, можно бруснику, землянику, голубику. Перемешиваем. Блюдо готово. Это наша пекарня, семейная. Мы соблюдаем старые традиции нашего народа Саха. Мы в этой пекарне готовим нашу лепешку якутскую из цельнозерновой муки. И наши дети просто обожают. Это наша каждая утренняя трапеза. Одна женщина вот буквально недавно начала кушать наши лепешки, и она сбросила несколько килограммов благодаря нашей лепешке, потому что она вообще перестала кушать белый хлеб. Вообще у нас, у якутов, у нас какая-то невидимая связь с нашими духами. И как бы мы чувствуем. У нас, например, вот в связи с этой пандемией резко сократились клиенты, выручка стала падать. И мы тоже обратились к нашим духам, очистили наши пекарни, сразу почувствовали наплыв, сразу почувствовали поддержку со стороны наших духов. Любой дым может очищать пространство от злых духов и от какой-нибудь там негативной энергетики. Вообще дым это считается отпугивателем вот этих вот всех злых духов.
Это пальто я сшил в прошлом году. Вот этот узор называется тановай, обратный узор. На ремне тоже этот узор с обеих сторон. Все шьется вручную. Орнамент, да, вот эти узоры на одежде появляются не просто так. Оно, конечно, имеет обязательно охранную магическую функцию, оберегает человека от влияния темных сил, злых духов, сглаза и так далее. И эту шапку я тоже сшил вручную. Спереди и сзади украшает мех соболя, а сверху это лапки лисы. И все украшено бисером. А это вот такие маленькие женские сумочки. Раньше в них наши девушки хранили свои аксессуары. Серебряные ложечки, иголки, наперстки разные. У меня хобби, я собираю наперстки. Самое ценное в моей коллекции — это наперсток моей прабабушки. Древнейшим ритуальным дохристианским видом одежды считается такая безрукавка тангалайсон. Вместе вот с этой тангалайсон девушка одевает ритуальные такие вот трусы, называются селыя. Там прикрепляются такие длинные серебряные подвески с колокольцами. Конечно, все вот эти вот проемы орнаментируются, потому что считается, через эти проемы и подол одежды могут прицепиться вот эти злые духи. Раньше у меня все пальцы были в кольцах, и на груди я носил обереги. Но когда серебра не хватает, все это идет в работу. Это женское нагрудное украшение ункибелер. Оно защищает от сглаза, от злых духов. Его мне обычно заказывают перед праздником Исаах. Праздник Исах – это праздник молочного изобилия, считается, когда люди могут обращаться с восхвалением, с молением, с выпрашиванием будущей счастливой жизни к небесным божествам Аи. Исах – это, сейчас в современное время считается, что это массовый праздник, это шоу какое-то. А раньше так не считали. Потому что жизнь народа Саха зависела очень много от природы. Какое лето будет в этом году, такая жизнь пойдет зимой. Поэтому они обращались к силам природы, духам, чтобы лето было дождливое, лето было, чтобы урожай был хороший, чтобы запасаться на зиму достатком всего-всего. Чисто ритуальный обряд. Вот этот вот танец осухой, он уже объединяет людей всех положительной энергетикой, наделяет людей живительной, божественной силой небесных божеств. Их всех людей связывает единым энергетическим таким вот потоком. У нас тут каждое дерево, даже маленький кустик — это живое существо. Они нам помогают в делах, во всем. И настроение поднимают. Мы с ними разговариваем, как с живыми существами. А я вот ездила, скажем, в Амурскую область, и там уже с их деревьями не поговоришь. Они нас не слышат.
yerime cebit etçelenin bir camut algıstarın algıyan